Здравствуйте, это новости 24, коротко о главном. Программа по обеспечению безопасности дорожного движения должна быть пересмотрена. Свадьба на грани, дрифт, стрельба, больница – алгоритм праздника, который пугает своим безрассудством. Эпидемический этикет при авиаперелетах. Как и когда надо приезжать в аэропорт, расскажем в выпуске. За 9 месяцев этого года на уличной дорожной сети Ингушетии в 140 дорожно-транспортных происшествиях погибли 48 и ранено 246 человек. Как исправить печальную статистику ДТП? Этот вопрос стал главным в ходе расширенного совещания под председательством Махмуда Али Калиматова. Глава Ингушетии заявил, что назрела необходимость пересмотра программ по обеспечению безопасности дорожного движения. Все подробности в сюжете. По мнению руководителя субъекта, нужно тщательно проанализировать, насколько эффективна деятельность республиканской и муниципальных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, пересмотреть их состав, обновить планы и заставить работать. Практика также показывает, что часть аварийных ситуаций связана с состоянием дорог. Некоторые участки дорожного полотна опасны для движения. Прежде всего это относится к муниципальным автодорогам, отметил Махмуд Али Калиматов. Вы понимаете, 48 за 9 месяцев. 48 погибших. Давайте еще добавим сюда искалеченных. Это ведь не просто там люди погибают. Это чей-то брат, чей-то отец, чья-то мама. Бирж, Мудуси Тигрич, сейчас посчитайте, вот просто с ума сойдете, сколько там осталось сирот. Понимаете? Из-за этих ДТПшных. Я не могу объяснить, но страшные цифры. Мы Россию опередили уже, мы уже галопом мчимся уже. Все уголовные дела, надо их изучить, посмотреть. И за период 3 года, например. Где эти уголовные дела? Почему преступники безнаказанно живут, а людей губят? Это просто так не пройдет. Сегодня у нас пик. Вот совещание, это вот, не зря, я статистику посмотрел, это караул. Вы понимаете, это караул. И второе, у вас половина зафиксированных ДТП. Половина, наверное. Процентов 60. У нас ложное понимание обычаев, традиций. Это ложное понимание. То есть я могу убивать, но я стесняюсь, чтобы меня показывали. Убил человек. Это вот ничего. А вот показать, значит, вот ты мне, и там начинается ада малыв, сада малыв там. Слушай, ты преступник. Ты преступник. И усилена же мера наказания в этой части. Уголовное, так еще и реальное лишение свободы. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения носит не узковедомственный, а комплексный характер и подразумевает системный подход со стороны федеральных и республиканских органов исполнительной власти, муниципалитетов, контрольно-надзорных органов, структур и ведомств, подчеркнул глава Ингушетии. Низкие показатели взыскания административных штрафов и, как следствие, невыполнение основного принципа неотвратимости наказания за совершение правонарушения, отсутствие специализированных стоянок для хранения задержанных транспортных средств. Все эти проблемы невозможно решить без общих усилий. Отдельно Махмуд Али Калиматов сделал акцент на то, что нет четко сформированной позиции общества к нарушителям. К ним относятся весьма снисходительно, чем невольно поощряют их. Это не потому, что вы плохо работаете. Это потому, что система наша не работает. Это безнаказанность. То есть мы в кустах не отсидимся. Вот что я хочу сказать. Ссылаться на особенности республики, жители республики. Слушайте, мы живем в светском государстве. У нас законы действуют как на всей территории России, в Ингушетии тоже. Проблема, она очень болезненная, очень болезненная. И не входите в положение, пожалуйста, этих нарушителей, мягко говоря, которые наркотики, а потом садится за руль и едет. Вот от меня им никакой снисхождения нет.
попался, сиди. Потому что эти вещи нельзя прощать. Нельзя, я понимаю, там, техническое состояние, там, колесо не так, лопнуло, еще бывает в жизни, там, но это транспортная экспертиза скажет. Но когда человек осознанно и сел за руль, поехал, он даже не просто преступник, он очень опасный преступник. Наказание, неотвратимость. Вот. Оценка будет это. Но вы должны понять, что если работать не будем, не снизим смертность до случайностей, то толку из этого не будет. На совещании было подчеркнуто, что подробный анализ состояния на дорогах поможет всем вовлеченным ведомствам точнее определить текущие приоритеты в борьбе за безопасность движения. Тамара Хшагульгова, Хусейн Гагеев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24. Сегодня в стране отмечается День воинской славы. В этот день в 1941 году в Москве на Красной площади состоялся военный парад в честь 24-й годовщины Великой социалистической революции. Парад длился всего 25 минут, но имел огромное значение для поднятия духа советских солдат в суровые дни Великой Отечественной. Его приравнивают к важнейшим военным операциям. Парад оказал моральное воздействие на боевой дух войск и укрепил веру советских солдат в победу над фашистскими захватчиками. В этом году из-за сложившейся эпидситуации проведение торжественного марша отменено. И снова свадьбы, и снова злоупотребление оружием и халатным отношением к окружающим. И все это на фоне куража и безнаказанности. А между тем есть реальные жертвы и не менее реальные меры наказания за неподобающее поведение в обществе. Диана Дударова с подробностями. Везение или благосклонность судьбы, чей-то сын, брат чудом уцелел от пули неопытного стрелка. Действия, которые не несут никакого за собой смысла, за доли секунды могли обернуться непоправимым горем. На видео очередное хулиганство свадебного кортежа. Стреляют из травматического оружия. И таких примеров халатности молодежи к чужой жизни можно привести тысячи. Правда, не всегда истории бесцельной стрельбы заканчиваются хэппи-эндом. Так, на одной из свадеб в Малгобеке несколько лет назад огнестрельное ранение в голову получил 5-летний ребенок. Мало того, что это хулиганство не имеет ничего общего с традициями, так еще и угрожает безопасности окружающих. Старейшины Ингушетии регулярно призывают прекратить этот беспредел. Уважайте старших. Не делайте это, не стреляйте лишний раз и в воздух. И даже если это не боевое оружие, не надо пугать людей. В достоверном хадисе от Ибн Дауда сказано: не дозволено человеку пугать других. Когда в мечети пророк увидел одного человека, который шел с оголенными стрелами, пророк его подозвал и сказал ему: возьми их за наконечники, чтобы исключить риск кого-то поцарапать. Однако души некоторых безответственных эти призывы не цепляют, а старейшинам не удается за всем уследить. Правда, ускользнуть от правосудия будет сложно. Российским законодательством строго прописаны все правила применения оружия. Граждане Российской Федерации могут применять имеющиеся у них на законных основаниях оружие только для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно применять вред третьим лицам. Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его ношение, запрещается ношение оружия в состоянии опьянения. При этом закон запрещает иметь при себе оружие во время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных и спортивных и иных мероприятиях. Исключение только для тех, кто находится там по долгу службы. Граждане, неправомерно использующие оружие, в том числе в населенных пунктах, могут быть привлечены к административной ответственности по статье 20 прим. 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, который предусматривает за это нарушение штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия, либо лишением права на приобретение и хранение оружия на срок от 1,5 до 3 лет с конфискацией оружия. К административной ответственности привлекаются и лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершившие такие же действия. Для них полагается штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия, либо лишение права на приобретение и хранение на 3 года. Министерством внутренних дел разработан и успешно реализуется комплекс профилактических мер, направленных на пресечение указанных негативных проявлений.
За прошедший период года сотрудниками полиции в отношении граждан, выразивших свои эмоции стрельбой из охолощенного оружия при движении свадебных кортежей, задокументировано 17 административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. На правонарушителей наложены штрафные санкции в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Оружие, из которого осуществлялась бесцельная стрельба, изъято безвозвратно. Также органы прокуратуры напоминают, незаконное приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия тоже влечет наложение административного штрафа на граждан в соответствии с частью 6 статьи 20.8 КоАП РФ. С начала года за такое правонарушение в регионе к ответственности привлечены 39 лиц. Karta getirmişler. Karta getirmişler. Şey tuğdis ora tuğdis. Nah losbiş, kıbarış losbiş, donursu doğuş. Bartı buluş, kıbarış. Kurulu saham kıldıyızdık kız diyor. Sahama diyor, gerdi dadan. Habalı sega diyor. Yepet bad zimar. Hani yazıyor, sayılç. Mençki khasa qitihu. Sakir valihu. Ayaz, maşina sıkdiyet çıkan diyor. Avariz kul diyor. Kir vali, yoktasi, hatasi. Khasa bagajat diyor, gerdiş. Çok khasa kuluş. Kegin sol sıkı bu. Khasa bu böyle yaşlanır. Sos digidariz bana yaş. Khasa da. К стрельбе на свадьбах я отношусь абсолютно отрицательно, потому что по-другому к этому отнестись и невозможно. Мы знаем немало случаев, когда пострадали абсолютно невинные люди, поэтому хотелось, чтобы были какие-то ограничения. Правда, некоторые молодые люди не только незаконно используют оружие, но и позволяют себе хулиганить на свадьбах в неадекватном состоянии. Употребив психотропные вещества, абсолютно не отдавая отчет своим действиям, пускают в ход пули в окружении детей, стариков и женщин. Радует, что сознательных среди молодого поколения гораздо больше. Так, представители Комитета по делам молодежи республики осуждают эти действия и призывают быть бдительными, не рисковать и в погоне за драйвом не омрачать чужие судьбоносные праздники. Немало случаев, в частности в истории Ингушетии, когда на этих свадьбах свадьба плавно переходила, скажем так, в похороны. То есть несчастные случаи, вытекающие именно из этой стрельбы, не всегда безопасные, не всегда обдуманные. В общем, мы, в принципе, с молодежью, совместно с молодежными советами нашей республики на всех наших встречах, каких-то там семинарах всегда эту тему поднимаем, обсуждаем и говорим, что для стрельбы есть определенное место и время. То есть большое скопление людей, движущая машина – это не самое безопасное место для того, чтобы стрелять, потому что пули дура из оружия вытекает, как правило, всегда самые неприятные моменты. Многие безответственные стрелки не осознают, нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к людям. Их могут привлечь не только к административной ответственности, но и к уголовной. 213 статья УК РФ «Хулиганство» предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Либо обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами от 1 года до 2 лет, либо принудительными на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 5 лет. Стрельбу во время сопровождения свадебного кортежа многие молодые люди объясняют обычаем, который строился веками. Древнюю традицию все трактуют по-разному. То ли оберегом от сглаза, или таким образом сообщали, что невесту забрали. И то это были один или несколько выстрелов. Ну а сейчас, как мы наблюдаем, этот ритуал давно превратился в элемент веселья и куража. Стражи правопорядка призывают жителей региона, а особенно молодежь, вести себя достойно и не совершать деяний, которые могут повлечь за собой тяжкие последствия. И к тому же принести горе в чужие и собственные дома. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Несколько сотен пассажиров в день принимает аэропорт Магаз. В условиях эпидситуации не обошлось без изменений. Администрация аэровокзала проводит полную дезинфекцию и обработку всех помещений. В свою очередь пассажиров обязуют соблюдать меры индивидуальной защиты, носить маски, перчатки, использовать антисептик. Но выполнять эти рекомендации намерены не все. Есть и другая проблема – опаздывающие. Наш корреспондент продолжит тему.
Уважаемые пассажиры, гости аэропорта и сотрудники, в здании аэровокзала находиться без масок строго запрещено. Просьба соблюдать дистанцию 1,5 метра. Просьба дежурного соблюдать социальную дистанцию – это еще не весь список мер, предпринимаемых против распространения коронавируса руководством аэровокзала. Здесь, в зале ожидания, идет дезинфекция, обработке антисептиком подвергается абсолютно каждый уголок. Столы, стулья, перила и даже стены. В общем, обеззараживается все, с чем так или иначе пассажир имеет контакт. В данный момент она опрыскивает антисептиком стены, что у нас происходит каждый день. У нас идет обработка стульев, этих вот антисептиком. Затем поломочной машиной мы обрабатываем полы, тоже антисептиком. Дверные ручки обрабатываем. Это происходит каждый день. Залы вылета, ожидания и прилета обрабатываются по несколько раз в день, рассказывает Яха Кусиева. По ее словам, весь персонал аэровокзала информирован о рекомендациях по эпидситуации. Все залы обрабатываются. Это зал вылета, зал прилета, центральный зал обрабатывается дезраствором. Ежедневно до самолета, после самолетов идет обработка во всех залах. Ручки дверные, все обрабатывается антисептиком. Маска имеется? Маски? Да, обязательно надеваем маски, обязательно. Говоря о мерах противодействия коронавируса, нужно отметить, без маски и дезинфекции рук в аэровокзал не зайдешь. Этот пассажир спешит на рейс Магаз-Москва. На требования охраны пропускного пункта отозвался охотно. Как вы относитесь к мерам противокоронавирусной инфекции? Очень нормально, очень нормально. Как можно относиться? Я лично, в моем понятии, в моем состоянии, это очень даже нормально. Я не знаю, но у нас все нормально. Аэропорт, в частности, и поведение пассажиров на борту нередко становится предметом обсуждения в интернете. В сети немало видеороликов, на которых запечатлены так называемые буйные персонажи, так или иначе не согласные с требованиями бортпроводников. К счастью, до такого не доходит, рассказывает Хава Тимирханова, хотя случается, что отказываются надевать маски. У нас бывает такое, но редко, к счастью. Когда требуешь от пассажира ношения масок, перчаток в здании аэровокзала, возмущаются. Говорят, что в Москве от них этого не требуют, почему в Ингушетии. Бывает разное, но, к счастью, редко. Мы объясняем им, что это в целях их же безопасности. И большинство пассажиров это уже понимают, когда ты объясняешь, говоришь им, что это ради них. Они с этим соглашаются, и уже таких казусов не возникает. Другой не менее наболевший вопрос, по ее словам, это вечно опаздывающие, те, кто является на регистрацию за 20 минут до вылета. И таких набирается от 5 до 15 человек на каждый рейс ежедневно. Регистрация начинается за 2 часа до вылета рейса во всех внутренних аэропортах и заканчивается за 40 минут до вылета. За это время пассажир уже должен пройти регистрацию, пройти сектор досмотра и должен быть готовым к вылету. Как выяснилось, соблюдение простых мер против инфекции и элементарного этикета поведения – основные факторы удачного полета пассажира. Тем более, что все вышеперечисленное сейчас актуально как никогда. Зелимхан Калоев, Адам Мирешков, Магомед Белакиев. Новости 24. Сегодня исполнилось бы 92 года первому ингушскому скульптору-монументалисту Руслану Мамилову. Он родился 7 ноября 1928 года. Был членом Союза художников СССР и председателем правления Союза художников ЧССР. Обладателем многочисленных наград. Слава застала его еще при жизни. Он создал ряд скульптурных портретов, которые красуются по всей России и постсоветскому пространству, посвященные героям гражданской войны, известным деятелям культуры и науки. Казашка, Горянка, портрет юноши и, пожалуй, самый известный памятник пожарным. Мастера нет среди нас уже 27 лет. Указом президента Ингушетии в 2002 году Руслан Израилович был награжден орденом за заслуги посмертно. А уже в 2011 свои двери почитателям творчества Мамилова открыл дом-музей в Джейрахе. В настоящее время здесь сосредоточено 554 экспоната основного и научно-вспомогательного фонда. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.